Здравствуйте, уважаемые телезрители, на Первом национальном программа «Телеклиника». Если вы вдруг стали неожиданно чихать и из глаз полились слезы, то не спешите принимать лекарства от простуды и бороться с вирусами. Подобные симптомы могут говорить о начале аллергии. Откуда осенью, вы спросите вы, то этот вопрос мы зададим врачу-аллергологу Национального центра кардиологии и терапии Айнуре Салиевой. Здравствуйте, рада приветствовать вас, Айнура Накеновна. Так скажите, пожалуйста, вот в чем причины аллергии осенью и как она проявляется? Это разновидность сезонной аллергии, и причиной может быть цветение сорных трав, таких как, например, полынь, ну и так далее. Скажите, пожалуйста, как справиться с аллергией и когда необходим врач-аллерголог, когда необходимо бить тревогу? Я хотела бы акцент сделать на то, что на прием к аллергологу нужно идти обязательно, когда вас длительно беспокоят такие симптомы, которые характерны при вирусной инфекции. Да? То есть это слезотечение, выделение из носа слизистого характера, першение в горле. И если эти симптомы носят продолжительный характер, то обязательно надо уже обратиться хотя бы к терапевту, и чтобы терапевт уже направил к врачу-аллергологу. А бывает так, Айнура Накеновна, что вы подхватили вирус сезонный, да, опять-таки, и в то же время подключилась и аллергия. В этот момент как проявляются первые симптомы? Ну, вы совершенно правы в том, что вирусное часто может сопровождаться при аллергических заболеваниях. То есть аллергики пациента, они очень склонны к вирусным заболеваниям, потому что слизистая истончена, и она быстро подвергается вот этому заболеванию, да, вирусному. И часто пациенты именно после какой-то вирусной инфекции, когда она приобретает продолжительный характер, они уже как раз-таки попадают и к нам на прием. Все же хотелось бы узнать симптоматику. Вот как же все-таки отличить простуду и от сезонной аллергии? То есть вот характер выделений, да, какие-то проявления, то есть которые вот стопроцентно говорят о наличии аллергии. Такие неприятного цвета выделения, они более характерны при бактериальной инфекции. То есть когда присоединяется к вирусной инфекции уже осложнение в виде бактериальной инфекции, то есть здесь уже, конечно, должны лечить таких пациентов лор-врачи. Многие привыкли и ждут определенного периода, когда у них начинается аллергия, опять же прибегают к противовирусным, да, прибегают к сосудосуживающим препаратам. Можно ли в такие периоды использовать их? Ну, в любом случае, при любом заболевании самолечение не приветствуется, потому что это опасно осложнениями. Также и касательно аллергических заболеваний. То есть, занимаясь самолечением, пациент затягивает сам процесс, да, он симптомы убирает, но само заболевание, причина остается, да, воспалительный аллергический процесс остается, и мало того, он может осложняться. Вот это вот, конечно, опасность. Да, остановитесь, пожалуйста, более подробно на осложнениях, какого характера могут быть, и вот какие ваши рекомендации? Как раз-таки к сезонным заболеваниям относится аллергический ринит. То, что вот как раз мы начали говорить, да? Например, вот в осенний период цветет полынь, как я уже сказала, и у пациента могут начаться симптомы аллергического ринита. А аллергический ринит, в свою очередь, он напрямую связан с переходом в бронхиальную астму. То есть часто очень аллергический ринит переходит в бронхиальную астму, и это является уже как осложнение. Вот вы с собой принесли также аппарат, расскажите о нем более подробно. Ну, вот такие ингаляторы, конечно, используют уже при бронхиальной астме. То есть это когда уже аллергический ринит, то есть в носовой полости уже переходит вниз в дыхательные пути и возникает уже бронхиальная астма, то есть это уже аллергическое воспаление легких, при которой при бронхиальной астме уже пациент начинает испытывать чувство удушья, приступы удушья мы говорим. То есть когда он задыхается и у него нет возможности вдохнуть, при этом появляется свист в груди. То есть это уже симптомы бронхиальной астмы. И, конечно, базисной терапией при бронхиальной астме является назначение гормональных ингаляторов. Продемонстрируйте, пожалуйста. Ингаляторы мы рекомендуем использовать правильно. Перед первым использованием, когда новый приобретается ингалятор, желательно 2 дозы сделать в сторону. Да? Когда уже доза отработалась и выходит чистое вещество лекарственное, тогда уже мы говорим пациенту встать или сесть удобно и сделать максимальный выдох. Выдох он делает, охватывает губами плотно
вот, выход, да, ингалятора. И при максимальном вдохе, в начале максимального вдоха он делает одно нажатие и не дышит, задерживает дыхание на максимальном вдохе, и 6-8 секунд он не должен дышать. Затем выдох совершается через нос. Таким образом вещество достигает легких, то есть нашей цели, то, что мы добиваемся, и у него облегчается дыхание. То есть ингаляторы такие есть, как я уже сказала, как первая помощь, да, такие, например, как сальбутамол, и они, то есть, раскрывают бронхи и улучшают дыхание. То есть, да, когда вот, например, экстренные случаи, да. А еще к базисной терапии относится назначение гормональных ингаляторов, тоже так же они выглядят. Хотелось бы больше, чтобы вы остановились на рационе питания, что можно, что нельзя. Профилактические меры, то есть в сезон мы рекомендуем или уехать с этой территории, да, проживания на время сезона. Если он вынужден находиться в этом регионе, тогда мы рекомендуем соблюдать гипоаллергенный режим, такое понятие есть. То есть соблюдаются некоторые требования дома и на улице. Ну, например, дома это замена постельных принадлежностей на синтетические наполнители, использование воздушных фильтров. Это вот увлажнители воздуха? Да, нет, это фильтры есть еще, которые очищают именно воздух. Вот их можно использовать. После того, как они с улицы пришли, мы рекомендуем принять душ, поменять одежду. Окна не открывать рекомендуем в сезон. Ну и так далее. Да? То есть мы все это подробно на приеме объясняем. Также профилактика в сезон обострения является и даже лечением. Первым пунктом мы рекомендуем гипоаллергенную диету. То есть убрать аллергию? Да, то есть агрессивные аллергены мы рекомендуем не употреблять, потому что есть такое понятие, как перекрестная аллергия. То есть, когда пациент при аллергии сезонной, он может реагировать на определенные продукты питания. Если вот взять эту тарелку, скажите, вот какие продукты здесь допускаются, какие стоит исключить в период аллергии? Что мы разрешаем? Зеленые яблоки. Да? И то мы рекомендуем кожурку убирать. И, в принципе, зеленые яблоки можно. Зеленый виноград тоже разрешаем, но без косточек желательно. То есть, чтобы даже косточки желательно не касались. Да, косточки вообще являются сильными аллергенами, так как и орехи, которые мы тоже не рекомендуем. То есть, правильно я вас поняла, продукты, имеющие зеленый акцент? Да, зеленый мы разрешаем, да. А вот красный мы рекомендуем вообще не употреблять. Да? Ну вот из красных у нас тут красный виноград мы видим, гранат, да, очень, кстати, такой сильнейший аллерген, потому что он и содержит косточки такие аллергенные, да, и сам он красного цвета, ягодки. Да, этот агрессивный фрукт. И цитрусовые. Айнура Накеновна, говоря о варенье и меде, можно ли их употреблять при аллергии? Варенье и мед категорически нельзя употреблять при аллергии. Мед это тоже сильнейший аллерген, потому что собирается это все, опять же, с пыльца растений используется, да, цветков, и это очень агрессивно для аллергиков. И варенье также делается из ягод. Вот в данном случае мы малину видим, да, тоже имеет косточки, на которые часто может аллергия быть. Хотя считается, что при термической обработке аллергены как бы становятся менее активными, но это не касается уже косточков и орешков там, и так далее. Айнура Накеновна, чтобы определить, есть ли аллергия на эти или иные продукты, необходимо сдать анализ или можно использовать их и только по симптоматике? Нет, если пациент знает, что у него есть аллергия на пищевые продукты, ему желательно срочно посетить врача-аллерголога, и тогда мы уже определим. То есть сложно сказать в общем, что надо обследовать, как надо обследовать. Это мы уже индивидуально подбираем при осмотре, при опросе, то есть при сборе анамнеза все это определяется и в последующем обследуется пациент. Я благодарю вас за интересную содержательную беседу. Я напомню, уважаемые телезрители, говорили мы о сезонной аллергии с врачом-аллергологом Национального центра кардиологии и терапии Айнурой Салиевой.
А вы знали, что аллергия подразделяется на несколько подвидов? Итак, кожная – это когда происходит контакт с химическими продуктами, медицинскими препаратами и пыльцой растений. Также существует респираторная. Они являются наиболее распространенными заболеваниями данного вида и включают в себя как сезонные, так и круглогодичные риниты. Пищевая – все, что связано с продуктами питания, как правило, белковые, ягоды, сахар, фрукты. Инфекционная, то есть кишечные паразиты и инфекционные микроорганизмы. Ультрафиолетовая – это когда у человека проявляется реакция в виде зуда, покраснения, волдырей, сухости верхнего слоя кожи на солнечный свет. Давайте теперь мы с вами разберем, какие же продукты самые аллергенные. Коровье молоко. Особенно часто аллергия на молочный белок развивается у детей раннего возраста. Яйцо. В нем есть 13 белковых аллергенов. Наиболее значимые – авомукаид, авальмубин, канальбумин, лизоцим, аваглобулин, а также левитин желтка. Рыба. Аллергены рыбы термостабильны, то есть практически не разрушаются при кулинарной обработке. При этом на морскую рыбу реакция встречается чаще, чем на речную. Пшеница. Как уже упоминалось, белки злаков, особенно пшеницы и ржи, могут вызвать аллергию. Морепродукты обладают выраженными аллергенными свойствами. К ним относятся ракообразные, то есть креветки, крабы, раки, лобстеры и моллюски, то есть мидии, гребешки, устрицы, кальмар, осьминог и другие. Арахис содержит широкий набор аллергенов, раздражающие свойства которых усиливаются после варки или обжаривания арахиса. Его очень широко используют в пищевой промышленности, поэтому следы продукта могут оказаться где угодно. Важно знать, что арахис может вызвать тяжелые реакции, вплоть до анафилаксии. Соя. В составе сои есть белки, способные вызвать аллергию. Наиболее опасны глицинин и конглицин. Как и арахис, она часто оказывается скрытым аллергеном в продуктах питания. Например, реакция может возникнуть из-за вареной колбасы, в состав наполнителя которой входит соя. Ухудшение экологии и продукты со множеством искусственных добавок приводят к увеличению числа аллергии среди людей. Во многом эта болезнь поражает именно детей. О том, как уберечь детей от аллергии, мы будем беседовать с врачом-аллергологом Калией Туротбековной. Какая тенденция? Сюда, в стационар, какие чаще всего детки поступают? И вы говорили о том, что это единственное отделение, куда со всех областей, да, поступают детки. В Национальном центре охраны материнства и детства данное отделение является единственным. Это отделение аллергологии и клинической иммунологии, куда поступают дети со всей республики. На госпитализацию идут дети, в основном тяжелые дети, это бронхиальная астма в статусе, острая генерализованная крапивница, атопический дерматит, тяжелая форма, которая не поддавалась лечению именно на амбулаторном уровне. И также тяжелые такие заболевания, как лекарственная аллергия, это синдром Лоэла. Такие детки у нас тоже, к сожалению, есть. И вот сейчас у нас большое количество детей вот именно лежат с острой крапивницей, вызванная не только с пищей, но и в основном лекарствами тоже. Вот. И также не отстает вот именно число детей с бронхиальной астмой. Почему увеличивается кожные заболевания, бронхиальная астма, а когда родители должны заявить тревогу? Но смотрите, если у деток имеется наследственный характер, то ребенок уже с рождения, у него закладывается именно аллергическое заболевание, и она проявляется в виде атопического дерматита. Атопический дерматит в будущем может перейти в сезонный аллергический ринит. У аллергологов существует такое понятие, как атопический марш. И если этот марш уже наступил, если у ребенка до 1 года атопический дерматит, допустим, не вылечить, то это чревато тому, что у ребенка будет развитие сезонной аллергии. И дальше уже сезонная аллергия может перейти в риск развития бронхиальной астмы. К большому сожалению, вот именно базисная терапия у нас у детей до 5 лет. Мы активно лечим детей, активно выявляем аллергены, на что у ребенка аллергия. И дальше уже вот именно начинаем проводить полное базисное лечение. Какие течения заболеваний характерны для аллергии? Ну вот смотрите, зачастую к нам приходят с долгим затяжным кашлем, но кашель это не обязательно первый признак, да, что нужно бить тревогу и сразу обращаться к аллергологу. Достаточно того, что обратиться к участковому врачу,
нужно будет исключить именно лор-патологию, потому что это все равно идет вместе. И если там нет уже лор-патологии, если у ребенка есть одышка, при физической нагрузке появляется кашель, родители могут отмечать, что ребенок, если там посмеется, поплачет, у ребенка появляется кашель, то это первые симптомы, при которых нужно будет обратиться именно к аллергологу для исключения аллергических заболеваний. Когда у детей именно обостряется аллергия? Но смотрите, у нас каждый месяц идет период цветения, да? Это начинаются деревья, смесь трав, и у нас мы такая богатая страна вот именно на полынь. У нас в Кыргызстане 249 видов полыни, и сезон полыни у нас затяжной идет. Вот на данный момент у нас идет как раз-таки сезон полыни, и каждый месяц у ребенка, смотря какой аллерген, если это, допустим, будет там полынь, то у ребенка проявляются такие симптомы, как чихание, зуд в глазах, покраснение, слезотечение также, да, носовые выделения прозрачного цвета, бывает ринорея. При таких выявленных симптомах родителями, то необходимо обратиться тоже к аллергологу. Калия Туратбековна, мы слышим, что аллергия имеет связь с ЖКТ-системой. Если нарушена микрофлора ребенка, да, то, естественно, будут проявления и симптомы аллергии. На данный момент медицина делает большой шаг вперед, и поэтому это не всегда именно проблемы с желудочно-кишечным трактом могут привести к атопическому дерматиту, потому что флора кишечника, она развита, и там столько бактерий, что не всегда проблемы с кишечником, да, нарушения микрофлоры могут привести именно к развитию атопического дерматита. А что причина тогда? Но это только белки, которые ребенок не переносит, и поверхностный слой кожи. Сейчас мы находимся в Национальном центре охраны материнства и детства в отделении аллергологии. Сейчас вот рядом со мной сидит Дарина. С каким диагнозом вы попали сюда и впервые ли? Да, впервые ответ Квинги был, и крапивницу нам поставили. Очень, конечно, переживательно, потому что ребенок опух, ребенок стал весь красный, в пятнышко. А расскажите, вот какую процедуру вы сейчас прошли, благодаря ей есть ли уже улучшение у вас? Сейчас мы делали ингаляции с адреналином и физраствором. Вот, тоже очень хорошо помогает, потому что ребенок болел до этого еще. Вот, и насморк, и кашель. Ну и скажите, как у него проявляется аллергия? Первый раз мы столкнулись, он просто покраснел, в пятнах стал, глаза отекли, пальчики на руках отекли. Ну вот, в принципе. Ну и в завершение, Дарина, скажите, как вы намерены дальше выстраивать рацион питания, образ жизни Семена, учитывая, что у него уже есть аллергия? Теперь мы будем осторожнее с продуктами, конечно же. Будем выполнять все предписания врача и будем наблюдать, он аллерголога. Анат, расскажи, когда у тебя впервые выявили аллергию и как ты сюда попал? У меня аллергия начался в 4 годах и на уксус, и, наверное, на траву. А как поняли, что у тебя на уксус аллергия? Врач понял так. А ты сдавал анализы? Да. Я тут прихожу каждый год, наверное. У тебя вообще какие-то высыпания есть? Да. Сейчас у тебя что мучает? Меня мучает кашель. У меня эта астма появилась, когда я родился. И вот после того, как тебе здесь лечение провели, тебе легче становится? Да. Сейчас мы прибыли в станцию скорой экстренной медицинской помощи, где покажем и продемонстрируем вам весь процесс работы бригады скорой помощи. Сейчас мы пришли в оперативный отдел, где непосредственно и происходит прием и обработка звонков, поступающих со всего Бишкека. Здесь работают операторы, которые круглосуточно принимают звонки, поступающие со всей столицы. Скорая помощь слушает. Что случилось? Женщина 25 лет, страдает эпилепсией без сознания. Доктор старый, бородат.
Центр экстренной медицины на протяжении 4 лет работает благодаря автоматизированной информационной системе, которая позволила в онлайн-формате принимать и обрабатывать звонки, поступающие с 4 районов столицы. Операторы благодаря этим 2 мониторам координируют дальнейшую работу бригады скорой помощи и распределяют вызовы уже по 4 районам столицы. Продемонстрируйте, пожалуйста, работу. 103 люди набирают, вызывают, и операторы принимают вызова. И эти операторы передают 2 старшим диспетчерам. Они распределяют вызова по нозологии и по территории. По нозологии, значит, у нас имеется 7 служб. Это реанимационные службы, кардиологическая служба, неврологи, педиатры, гинекологи. 4 района, 4 подстанции. Другой старший диспетчер тоже распределяет по территории. Значит, у нас онлайн, у всех выездных бригад имеется телефон на онлайн-режиме. Когда вызов поступает, автоматически передается старшим диспетчерам, они распределяют вызова, и сразу вызова поступает в телефон. И они по телефону сразу открывают, карта там сразу определяется, где вызывать, куда вызывать, и они выезжают по данному адресу. Сейчас мы находимся в малой диспетчерской, где непосредственно происходит основной этап передачи данных пациента уже непосредственно бригаде скорой помощи. 3:03 срочно. Татьяна, расскажите, пожалуйста, специфику своей работы. Вы непосредственно работаете реаниматологом. Какого рода вызовы чаще всего происходят? И вообще, как вы готовы к ним психологически? Чаще всего поступают вызовы с поводом в виде автоаварии, автонаезда, ножевые, огнестрелы, падения с высоты, утопления, повешения, в том числе аллергии, поводы без сознания. И это неважно, какой возраст будет, от новорожденности, заканчивая глубокой старостью. То есть тяжелые случаи? Да, это самые тяжелые случаи, это именно реанимационные бригады обслуживают. У нас 4 бригады по городу, в том числе и 1 детская реанимация, потому что те же самые повода могут быть и у детей в том числе. Татьяна, вы 5 лет работаете в станции скорой помощи. Наверное, за время своей работы вы видели различные картины, достаточно ужасающие наверняка. Вспомните такие тяжелые, возможно, эпизоды из своей жизни, да, то есть которые оставили какой-то след, отпечаток. Знаете, первое, что пришло в голову, автонаезд, это было около часа ночи. Период временной, это было около 2, наверное, лет назад. Я уже тогда доктором работала. И это было возле университета Манас, БГУ Манас. Автонаезд, и в данном случае была тяжелая черепно-мозговая травма, открытый перелом черепа, в том числе и когда были кусочки черепа и осколки черепа и кусочки мозга были по дороге где-то на протяжении 5 метров. Какие-то те же самые детские вызова, когда дети в тяжелом состоянии, то же самое приступы бронхиальной астмы у детей, когда ребенок буквально начинает уходить на руках, несмотря на оказываемую помощь. И огромная радость для нас, если мы видим положительную динамику от нашего лечения. То есть, когда мы оказали помощь, а пациенту легче, когда пациент открывает глаза, разговаривает, реагирует, даже при каких-то состояниях, что мы смогли его вывести. Тем более скорая достаточно такая специфичная структура. Нас стационары зачастую не любят, потому что мы привозим тяжелых больных, да. И наша задача за определенный промежуток времени, когда мы видим этого больного, да, мы должны оказать помощь, чтобы ему стало гораздо легче. Татьяна, я благодарю вас за беседу. Спасибо за ваш труд, за труд вашей всей бригады. Да? И хочется вам пожелать прежде всего терпения, самообладания и спокойствия. Спасибо большое. На этом программа «Телеклиника» подошла к своему логическому завершению, а мне хочется пожелать всем крепкого здоровья, берегите себя и своих близких.